Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 27 февраля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, сегодня снова у меня дневной стрим, не запланированный. Но пока есть время, решил выйти в эфир, пообщаться. Напоминаю вам, друзья, что сегодня вечером, во вторник, в 20:00 по центральноевропейскому времени состоится очередной стрим платформа открытого диалога Президиума правительства, информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Друзья, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Так. Дело в том, друзья, что какие-то странные вещи происходят. Может, кто-нибудь из вас мне подскажет, что происходит? Наш канал, YouTube-канал Reality запрещен на территории фашистской России. И дело в том, что я всегда стримы проводил на YouTube через свой компьютер, через свой ноутбук. И по какой-то причине у нас где-то 300-400 всегда смотрело наши стримы людей, в среднем 300-400. И давным-давно уже не было много, по 1800 человек. Просмотры упали уже давно, монетизация отменена. Всячески фашистская Россия давит наш канал, всячески, просто попытается, всячески мешает нам доносить правду. Даже недавно внесли меня в иноагенты для того, чтобы люди не могли смотреть то, что я говорю. И вот если войти со смартфоном по какой-то причине, просмотры увеличиваются в 5-10 раз. Смотрящих непосредственно зрителей прямого эфира в 2-3 раза увеличиваются. Как такое возможно? Можете мне подсказать, что это такое? Ассалам. Валейкум Маси. Так, Леонид, лайки вижу, приветствия не вижу. Где ты там у нас? Нет, не поздоровался, Леонид. Ну и, конечно же, стандартная ситуация, когда количество троллей, которые заходят и пытаются отвлечь внимание от нашего стрима, чтобы мы не разоблачали фашистскую русню, всячески пытаются нам препятствовать. Привет, Леонид, привет. Машвойль Аслан, не ожидал, что днем стрим сделаешь. Да, решил, демократ, сегодня днем замутить. Где-то год или два назад на стримах было 100-120 человек. Да, но вот эти цифры, что значат эти цифры? Вот что для меня большая загадка. У людей может быть сотни тысяч подписчиков, но нету реальных людей, которые там поддерживают эти взгляды, там готовы на какие-то действия. А у кого-то может быть там 1000, 2000, и все эти люди могут быть единомышленниками, активными, готовыми к действиям. Как-то так. Салам, Маша, Леонид, салам. Так, я удивился тогда, почему при 35 тысяч подписчиков на онлайн сидит 100 человек. Дело в том, что, демократ, мне кажется, они написали, я думал, вирус у меня в компьютере. Мне кажется, дело не в вирусе в самом компьютере. Дело в том, что они жалобы постоянно. Вот вчера у нас шел стрим, и человек из радикальных мусульман с ником, из ортодоксальных мусульман, призывал всех написать жалобу
о том, что я распространяю терроризм там и так далее. Ну, якобы чеченец это был. Притом, при всем, я наоборот говорил, что Хамас это террористы, что терроризм это плохо и так далее. В этот момент он говорит, и я что хочу сказать, они массово пишут жалобы. И эти жалобы влияют на то, что YouTube задвигает, видимо, я предполагаю, хочу разобраться просто в этом вопросе, может, кто в этом разбирается, мне подскажет, видимо, заносит какой-то в серый бан этот IP-адрес, и поэтому все вот, везде видео не рекомендуется, именно поэтому убрали монетизацию, именно поэтому у нас тут нет рекламы в YouTube. Хотя вот сейчас в марте мне должны полностью снять все ограничения, грубо говоря, через пару недель посмотрим, если сейчас в 10 раз выросли просмотры только из-за того, что выхожу со смартфона, посмотрим, что будет, когда снимут все ограничения и уже можно будет включить монетизацию, чтобы была реклама. А если есть реклама, YouTube видео везде рекомендует, везде показывает, рейтинг видео вырастает, появляются, соответственно, новые люди проявляют активность, активность опять же снова сказывается на канале, и еще и дальше канал так растет. Так. Так, друзья, что-то вы сейчас не активны. «41 тысяча просмотров». Ну да, это последний стрим был, 41 тысяча просмотров. Но обычно просмотры были 5, 6, 10 тысяч. Это считалось, что уже там как бы много людей посмотрело. Тут сразу же, не через 3 дня, не через неделю, стрим заканчивается, через пару часов 40 тысяч просмотров. Ну, странно, что только из-за того, что я... Причем только из-за того, что веду стрим через смартфон, через телефон. Причем вел стрим, можно посмотреть просто по видео, YouTube, вел стрим через смартфон 45 тысяч, потом веду стрим через компьютер, сколько там, 5 тысяч, по-моему, или там сколько, 9 тысяч, 6 тысяч. Потом мы вели на 23 февраля платформа открытого диалога, нет, президиум правительства, онлайн-конференция была, она тоже где-то там 4-5 тысяч, потому что через компьютер. И потом опять смартфон провожу через смартфон, и опять в 10 раз, в 8 раз, в 5-6 раз увеличивается. Ну, странно. Да, вот об этом я и говорю, демократы. Очень странно. Так. Ну, давайте, друзья, собирайтесь потихонечку. Обычно активность развиваться начинает после 25-20 минут. Бергман. Нужно давить РФ. Совершенно верно, Бергман. Нужно разоблачать ложь Российской Федерации, так называемой. Нужно разоблачать ложь террористов КГБ, ФСБ. Именно поэтому нас запрещают на территории фашистской России. Единственный один минус. Неудобно вести стрим. Неудобно вести стрим со смартфона. Почему не едешь в Украину?
В смысле, для чего мне ехать в Украину, Бергман? Ту деятельность, которую, ту работу, которую я веду, можно вести отсюда, и я тебе скажу, не менее плодотворно. Налаживать отношения. Можно отсюда тоже налаживать отношения. Даже в этих ботов бомбить от американского флага, да, демократ. Даже от немецкого флага им так плохо не становится. Американский флаг для них это как красная тряпка для быка. Аслан, салам алейкум, сейрди хирма сейр, ва алейк салам, Сарган, машвоир. Эти со своими любимыми темами пришли сюда. Ну что же, друзья, собирайтесь потихоньку, да. А я пока попью колы. Ва алейк салам. Ва алейк салам. Ты, брат, в Штатах живет? Нет, Миша. Я живу в Германии, в Гамбурге, город Гамбург. Сирии флаг почему нет там? Говорит Нухаев с Германии. А почему там должен быть сирийский флаг? Почему ты не повесишь сирийский флаг у себя? Вітаю, слава Ичкерии. Максим, вітаю вас, героям слава. Героям слава. Вы знаете, друзья, что европейские страны обещали, обещали натовские войска разных стран Европы, скорее всего, войдут на помощь украинской армии. В Украину придут скоро. Обещали дать ракеты, бомбы, ну все, что как положено. Короче говоря, все нормально, друзья, все нормально. США нужно отправить парочку царь-бомб на Москву и Санкт-Петербург. Да, царь, они же любят все царское, да, поэтому царь-бомбу им. Так. Друзья, давайте, сейчас начнете массово, активно писать, а сейчас что-то вы не активный, да. Так, этот Мурат, вы такие смельчаки, только здесь комментарии писать. Ассаламу алейкум, мальчикалы. Ва алейкум ассалам. А где английский десант? Ждет в коридоре. Аса, объясни им раз и навсегда, что флаги демократических стран лучше, чем флаги тоталитарных стран. Саргон, спасибо за комментарии. Совершенно верно.
Украина, Украина тяжело, но держимся. Европа долго запрягает, но надеемся, что быстро едет. Да, будем надеяться, что Европа, Запад наконец-то побыстрее, как говорится, начнут действовать. Ну, алейкум ассалам. Очень на это надеемся, Максим, очень. Ну, пора уже, пора, хватит уже. Ну, в принципе, знаете, Максим, уже что хорошо. Дело в том, что дело в том, что русские очень надеются, что Запад выдохнется, что все устанут, и они вот этим своим нахрапом, вот этой своей наглостью, бесчеловечностью задавят они на это очень рассчитывают. Поэтому категорически нельзя расслабляться. И самое главное, что тут на Западе уже такие слова применяются, такие термины, такие выражения от политиков, от спецслужб, после которых отступать уже некуда. И они уже так давно сказаны, эти слова, что сейчас все действия, все слова, они не просто дополняют, они полностью формируют, они закрепляют те ранее намеченные цели, которые в отношении России будут применяться. Поэтому у России нет никаких шансов победить Украину. У России никаких нет шансов вообще оклематься после вот этой войны. Россию ждет фактически, сейчас Россия находится в предреволюционном состоянии прошлого века, когда после Первой мировой войны, потерпев поражение, потеряв большое количество военных, Россия создала временное правительство в лице Керенским, тем самым, кстати говоря, Керенским, который успел поучаствовать и в Первой мировой войне, и отличился там какими-то особыми организаторскими талантами, но в итоге его правительство продержалось год, и непонятная кучка люмпенов захватила власть. И началось такое кровавое месиво, которое продолжалось десятилетия, просто десятилетия. Вот как с 18 года все это началось, и, грубо говоря, до начала Второй мировой войны, потом сама Вторая мировая война, ну, грубо говоря, до 50-х, до 60-х годов очень тяжелое время было на России. И вот, да, приблизительно 916 сейчас год, если сравнивать 1916, если сравнивать, проводить параллели с теми временами. И Россию после поражения в Украине ждет, ну, революция внутри России. Ну, поднимутся ли русские, готовы ли они для этого? Или же они будут, просто их будут уничтожать там, вот этот режим, который слабеет, стареет, и, соответственно, испытывает большие фобии. И это очень опасно для жителей России. На самом деле Европа нам, украинцам, ничего не должна. Нам уже очень сильно помогает большинство. Спасибо вам. Максим, абсолютно так. На самом деле то, что сейчас происходит, украинцы должны благодарить. Я критикую Европу, Запад за то, что нам не до конца помогали, но при всем при этом я отдаю должное даже от той помощи, которую нам оказали. Даже от той помощи, даже, ну это даже, конечно же, может неблагодарно звучать с моей стороны, говоря даже такой помощи. Это колоссальная помощь. Да? Она ничтожно мала по сравнению с той, которую оказывают сейчас Украине.
но она невероятно важна для выживания нашей нации. Например, принять там 300 или даже больше тысяч, это 30 и больше процентов чеченцев в Европе, дать нам образование, лечение, социальный необходимый минимум, гарантии. Это невероятно на самом деле. И при всем при этом еще у меня поворачивается язык критиковать. Потому что нам не должна Европа ничего. Никто ничего никому не должен на этой земле. Да, есть общепризнанные принципы морали, нравственности, человечности, которые страны, государства обязуются брать на себя, обязуются исполнять и исполняют. Да, в отличие от России, многие исполняют. Но дело в том, что когда касается своих личных национальных интересов, никто не обязан, ни чеченцам, ни украинцам. Эти президенты, эти чиновники, которые живут в этих странах, в тех странах, они же избираются не нами и не для нас они трудятся. И они не плоть от нас, они плоть от плоти своего народа, и они избираются им, и им они служат. Конечно, помощь нужна, и я тоже благодарен, что Украине оказывается такая помощь. И если честно, это чудо на самом деле. Нам, чеченцам, это кажется, мне лично кажется, это чудом, что сейчас происходит, потому что, просто так беззастенчиво, нагло Россия совершала геноциды, убийства народов, массовые убийства людей, военные преступления, преступления против человечности, что уже казалось, что неужели вот это зло, вот это, плешивое чмо, извиняюсь, нельзя остановить никому, невозможно остановить. И напали на Украину же не потому, что они рассчитывали, что они их остановят. Они напали на Украину, потому что они абсолютно были уверены, что они поглотят Украину, захватят ее, уничтожат всех пассионариев, патриотов, как чеченцев, а потом из украинцев сделают тех же, из кого сделали вот этих кадыровцев. А остальных запугают, депортируют, выселят там. 30% чеченцы, например, убиты, 30% уехали из страны. 60% потеряли. Грубо говоря, украинцы тоже могли столько же потерять. Потому что русские, Федоров, это человек Путина, это идеолог, один из идеологов вот этой путинской фашистской системы. Он заявлял о том еще перед началом вторжения в Украину, имеется в виду широкомасштабным вторжением, вторжение это 10 лет назад уже произошло, что для того, чтобы как чеченцы на митинги, украинцы ходили на митинги в поддержку Путина, им нужно уничтожить 20% украинцев. Это от 40 миллионов. В принципе, депутат Государственной Думы прямо в Государственной Думе у себя в кабинете заявляет о том, что соседний народ, который они называют братским, много лет утверждали, что братский, нужно из них уничтожить 8 миллионов человек. Чтобы вот этого фашиста Путина, вот эту систему КГБ, украинцы начали поддерживать и ходить на митинги, как чеченцы. 8 миллионов, 20%. Чеченцев потребовалось уничтожить 30%. И 30 депортировать, вынудить сбежать со своей страны. А украинцев, грубо говоря, 20% убить и 20% тоже депортировать. Грубо говоря, 16 миллионов нейтрализовать и от оставшихся там 24 миллионов создать себе армию, которая пойдет и на Польшу, и на страны Балтии, и так далее, и так далее. Их уже не жалко. Своих не жалко. Вы видите, как своих русских они не жалеют. А кто для них украинцы? Они радуются. Они даже, обратите внимание, насколько циничны и лицемерны они. Они даже не жалеют русских с Донбасса, которых они, кстати говоря, пришли защищать. Они их заставили воевать в первой волне, которые шли штурмом на позиции украинцев. Первые погибли русские. И вот эти украинцы, граждане Украины разных национальностей, которые жили на Донбассе, в Крыму, и которые клялись в верности России, их первыми бросили, необученных, просто мобилизовывали и бросали в огонь просто.
для империи. Нет никаких русских. Нету. Есть система КГБ. Вот их национальность. Там заканчивается их национальность, там заканчиваются их интересы. Только вот КГБ. И то не агентура, которая а, подхолопная, а вот эта аристократия холопская, которая являются сами офицеры, действующие сотрудники ФСБ. И у них нет бывших не бывает, третье, десятое говорят, они некоторые стесняются этого выражения. Это так и есть, как нету бывшего дворянина. Есть дворянин, он по крови дворянин. Так вот, эти КГБшники, они считают, что они по крови дворянины. И просто по праву сильного. Да, не по крови, а праву сильного. И нет, поэтому нет у них. У него даже дети КГБшники, не то, что он, когда уйдет на пенсию. У него даже дети, потомки такие же. Потому что в смысле им доверяют больше, ее берут на нужды. У него хорошая биография для того, чтобы брать на работу там и так далее, и так далее. Ну, как-то так, друзья. Давайте почитаем комментарии. 6 месяцев продержалась власть Керенского. 6, ну, где-то там около года, вот временное правительство. Я читал. С 23 февраля 2017 года по 25 октября 2017 года. А ну, значит, где-то полгода получается. Или год. Сколько там? Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну, 8 месяцев. Да, где-то полгода. Потом пришли террористы, больные красные террористическим бредом, и начались гражданская война. Да, демократ. Только один момент. Керенский был такой же империалист и такой же террорист, как и те, кто пришли. Там просто борьба за власть у них была. И все эти темные времена в России продолжались с 17 по 55 год. Да, совершенно верно. Лет 40, да. Я думал, в войне сейчас или 41 или 42 год, когда Гитлер, а сейчас Путин думает, что всех победит, но первым произошел очень быстро. Ну, не, Максим, знаешь, я абсолютно убежден, я 100% в это верю, в то, что Путин знает, что он никогда не выиграет эту войну. И сейчас то, что он делает, он с первого дня это знает. Как только он попал в ловушку, ему заманили, притворились слабыми, запустили, и потом вы видели, что было. Вот как раз сегодня мне Facebook подсказывал видео, фото тех двухгодичной давности того времени. И сколько разбитых колонн, сколько уничтоженной техники, там, личного состава фашистской банды армии. И это было, ну, как бы, тогда уже Путин понял, что он влип по полной. И каждый день сейчас, да, в среднем около 1000 оккупантов уничтожают украинцы. Каждый день, каждая вот эта 1000 человек, которые погибают на этой войне, Путин, зная, что он проиграл эту войну, он продолжает свою агонию, отправляет этих людей. Таким образом, он хочет сломать тех, кто воюет против них. Таким образом Россия всегда воюет. Ну и одновременно ведется подрывная деятельность в самой украинской власти, внутри украинской системы, отвлекая внимание. И, конечно, надежду питает он, что выживет. То, что войну выиграет, там вообще вопросов даже нет. Таких вопросов нет. Никто не даст украинское население оккупировать и отправлять на новые войны. Никто уже этого не допустит. В конце концов, украинская власть, украинская армия уже является, ну, я не знаю, второй армией в Европе после американской и ее баз, которые здесь находятся. Ну, на мой взгляд, именно по опыту, по возможностям ведения крупномасштабных, широкомасштабных боевых действий. И это при том, что еще у Украины нет того оружия, которое наверное, на пару поколений превосходит то, что сейчас имеется в распоряжении Украины, и есть у западных партнеров Украины. Поэтому все нормально.
все нормально. Будем наблюдать и надеемся, что быстрее все это осознают русские. Смотрите, за все это время русская оппозиция, которая здесь в Европе, которая реально является имперской оппозицией, просто задайтесь вопросом, друзья, если бы на территории Европы находились бы представители ИГИЛ, так вот, ИГИЛ – это младший брат КГБ СССР и ФСБ. Это вообще ребенок в песочнице по сравнению с КГБ СССР, с ФСБ и ГРУ. ИГИЛ. Так вот, представители КГБ СССР, ФСБ и ГРУ здесь, в Европе, пользуются свободой слова, пользуются доступом к таким ресурсам, как Радио Свобода, Deutsche Welle. Я имею в виду таких личностей, как имперец Ходорковский, другие третьи. Эти люди, которые якобы гонимы советской, российской властью, которые приехали сюда, награбленные деньги у российского народа теперь отсудили у КГБшников, то есть на законных основаниях, то, что они незаконно награбили у советских граждан, Ходорковский и ему подобные, эти люди сейчас оказались на Западе и отсудили у КГБшников те награбленные у российского советского народа миллиарды, и теперь на законных основаниях имперец Ходорковский продолжает финансировать здесь вот эту всю деятельность. Представьте себе, если бы ИГИЛ так себя вел бы здесь, действовал бы. Единомышленники, схожие во взглядах с игиловцами, фашисты и радикалы находились тут. Просто задумайтесь над этим. Какой парадокс просто. Это просто, это да бред собачий просто. И сидят себе и в ус не дуют, да. Фашнят, да. Русисты. Да, демократ, он Нодус говорит. В России есть, у кого есть хорошая зарплата, это ФСБ, МВД, Росгвардия. После польской и турецкой. После неудачного нашего контрнаступления летом Путин заметно воодушевился, и то, что происходит сейчас в США, его явно радует. Ну да, не то, чтобы оно было неудачным, но да, можно сказать, именно как анонсировали, оно было неудачным, что там прорвется оборона, все там посыпется и так далее, и так далее. Но нужно признать, что за столь короткий срок Украина, которая фактически не имела армии, перед началом фактически мобилизовалась, организовалась, отбила, перехватила инициативу полностью у врага. Причем первые же дни она перехватила инициативу. И все это время, не отпуская инициативу, продолжит наступать. И русские радуются, что они смогли остановить. Причем останавливаются украинцы не потому, что там по какой-то там супер возможности, хотя это тоже является таким важным препятствием оборона, которую русские построили, но еще учитывается факт, что важен факт, что украинцы очень аккуратно воюют. И то, что сейчас Зеленский заявил, что украинцев погибло 31 тысяча, а русских 180 тысяч, оккупантов русских, это говорит о том, что и наступающая, и мобилизующаяся украинская армия в 6 раз, 1 к 6, побеждает своего противника на поле боя. Причем и вооружение, как бы мы ни чморили российскую армию, да, ну то есть как есть ее не обозначали, нужно признать, что вот эта банд-армия, она имела и вооружение, и потенциал, и превосходство в воздухе, ну, на порядок больше, и сейчас в некоторых вещах имеет, да, там может по разведке, там по разным технологиям там, и так далее. И сейчас уже вроде паритет достигается, но при всем при этом Россия имела в разы превосходство, особенно в некоторых отраслях военных. Так что все нормально. Это уже сформировало Украину как нацию, и эта украинская нация, если она правильно себя поведет, первые дни войны еще, когда на вас напали украинцы, и когда
было понятно, что инициатива перехвачена, и все, уже мир мобилизовался за вас, я тогда сказал, главное, не зазнайтесь, украинцы. Это, конечно же, нам еще предстоит большие потери, но вы реально становитесь лидирующей нацией. Это не значит, что вы как русские себя должны вести, как некоторые себя начинают вести, конечно. Но при всем при этом нужно не зазнаться и нужно понимать те медные трубы после огня и воды, которые вы сейчас проходите, трубы, медные трубы, когда играют, ну, типа возносят, чтобы они тоже не сбили с толку, как и огонь и вода, которые, в принципе, вы выдержали достойнейшим образом. Так, давайте почитаем комментарий. Ходорковский поц, Аид комсомолец гребаный. Джулис, да, Ходорковский не просто комсомолец, он вожак комсомольцев. И дело в том, что Ходорковский мега-вор, мега просто вор, что доказано судом. И его начальник охраны, Пичугин, по-моему, называется его фамилия, по-моему, Пичугин, отбывает пожизненное лишение свободы за убийство семьи Тамбовской. А на самом деле по дороге к разграблению советской собственности Ходорковский и его банда, и его подельники, по слухам, по разговорам, которые вы можете найти и в интернете в том числе, а так я и в Москве, когда проживал, слышал, что там трупов просто один за одним. Не так легко было разграблять советскую собственность, поэтому, видимо, приходилось Пичугину и его начальникам убирать людей. Поэтому это, конечно же, никакой не демократ, не интеллигент, это просто матерый, бандюга, матерый такой закоренелый преступник, КГБшник, который останется им, ну, пока существует вот эта система КГБ. Аслан, ты какого года рождения? Я 77-го года рождения. Да, мне 46. 46. Ва алейкум салам. Ассаламу алейкум. Фашисты в Италии говорит, да, ты, я смотрю, открыл истину, круто. Так, русской оппозиции не существует. Русская оппозиция — это те же империалисты, которые не смогли присосаться к кормушке, и поэтому они такие обиженные на Путина. Ну, не совсем, не совсем. Конечно, есть обиженные, есть отстраненные, там всякие разные, но по факту это вот эта несистемная оппозиция, которая здесь в Европе, тот же Навальный, Яшин и другие, Ходорковский. Ходорковский вообще особый случай, особая порода. Эти внесистемные оппозиционеры на самом деле являются просто системным оттенком вот этой системной оппозиции, понимаете? То одним из оттенков вот этой системной оппозиции. Но нам они представляются, якобы они не системные. Несистемный — это Сотник, Александр Сотник. Ну, он журналист, правда. Несистемный, более, можно сказать, радикальный, хотя ничего особо такого радикального и у него нет, Борис Тамахин. Ну, такие люди выводятся из правового поля, их осуждают, их преследуют, их убивают. А оставляют вот таких, как Навальный. И вот такие люди, как Навальный, им предлагают взаимодействовать, разрешают взаимодействовать с западными там разными контрагентами.
там, получать поддержку, там, третье, десятое, образование, ну, всякую там политическую, информационную поддержку и так далее. Но на самом деле они служат той же системе учреждения КГБ СССР. Вот и все, никакой больше разницы в этом нет. Но нам их как бы представляют какие-то оппозиционеры внесистемные. Какие оппозиционеры? Что сделал Навальный? Сегодня вот буквально перед стримом включил «Настоящее время», по-моему, и там рассказывают, что Алексей Навальный там был таким весь борцом там и так далее. Сейчас, конечно, знамя из него сделать можно, неплохо бы сделать. Но нам, чеченцам, например, абсолютно меня лично не прельщает не говорить правду о том, что есть. Если у русских нет другого героя и другого там такого вот рыцаря, способного защитить русский народ. Но извините, из-за этого я не могу молчать, потому что к нам, чеченцам, например, относился по-фашистски вот этот Навальный и весь этот ФБК, почти весь этот ФБК. И сегодня в этом настоящем времени нам рассказывают, что Навальный неоднократно извинялся за то, что он назвал грузин грызунами. Никогда он не извинялся за то, что он сравнивал кавказских, чеченских партизан с насекомыми, что призывал во время геноцида, нас представляли, какая-то борьба идет, мы там всех русских косим направо-налево. На самом деле все было ровно наоборот. Была небольшая группа бойцов чеченских, которые защищали себя и воевали против оккупантов, и шел геноцид, перемалывание чеченского народа. В этот момент Алексей Навальный заявляет, что чеченцев и кавказцев, чтобы убивать, нужен пистолет, делает ролик и так далее. И вот в настоящее время заявляет, что за грызунов Навальный неоднократно извинялся. Во-первых, я никогда не слышал, чтобы это было неоднократно. Во-вторых, что-то подобие на извинение, что там типа ошибся, поторопился, это где-то что-то проскальзывало. Ну, кроме грузин, есть еще и чеченцы, над которыми совершался геноцид. Об этом почему-то Навальный умолчал. И в настоящее время молчит. Вы тут определитесь, друзья. Мы как бы все разделяем права человека, и все имеем определенные права в этой жизни. Или же мы как бы отдельно берем, если чеченцев, то если молчали все это время, продолжаем молчать и так далее. Поэтому Алексей Навальный не является, конечно же, никаким демократическим лидером, а является всего лишь оттенком большой палитры российского вот этого политического мира, в котором нет места тем, кто не контролируется, полностью не контролируется террористической бандой КГБ, СССР, ФСБ. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Сейчас российская оппозиция за границей отсиживается и иногда появляется на наших новостных каналах. Начала вдруг продвигать тему, что нужно идти на переговоры с Путиным, пока не поздно. Да, Максим, кстати, я начал об этом говорить, как обычно, начал далеко уходить за горизонты. Дело в том, что российская оппозиция, она за все эти годы так и не призвала, вот о чем я начал изначально говорить, вспоминая эту фашистскую оппозицию здесь, в Европе, так и ничего не сделала для того, чтобы организовать людей, призывать людей бороться против Путина. Вы обратите внимание, они говорили обо всем, у них миллионные там аудитории, Невзоров, там Фейкин, кто там, еще их огромное количество.
И все они, никто, они не призывают свергать власть в России, понимаете? Никто из них не призывает. Они там рассказывают, что они какую-то там новую власть формируют, еще что-то делают, там создают какую-то Российскую Республику, там собираются что-то делать. Но никто из них, один Илларионов, по-моему, говорил, что реально можно только власть насильно, вот эту власть можно насильно свергнуть. Все. Пономарев там, который есть, он там заявляет, что у него какие-то там группы есть там и так далее, но в самой России, даже если ведется какая-то а, а, диверсионная какая-нибудь там подрывная деятельность, призывов со стороны многомиллионными аудиториями блогеров, там, лидеров общественного мнения нет. Почему нет? Потому что они не хотят ее свергать, понимаете? Они не хотят. Они хотят, чтобы все осталось как есть, чтобы просто на Западе согласились с Ходорковским, там, с каким-нибудь Навальным, или сейчас уже Навального нет, каким-нибудь Яшиным. Вся вот этих товарищей Америка скажет, ну ладно, Путин мерзавец плохой, а вот вы хорошие. Давайте делаем на вас ставку. И произойдет рокировка, они договорятся с Путиным, там, с Патрушевым, скажут, давайте нам чуть-чуть денег, бизнес, уходите, мы вам там гарантируем, система КГБ сохранится, ну и вот и заживут новой жизнью. Они так планируют, вот такие у них планы. И по сути ничего тогда не изменится. Ходорковский такой же фашист, как и Путин. دكار إباء دات وين دحلت وان بدل دات أختش رسيا شيء زي ما تنشينيوش دل أختش دويس أخ إدل لاتش خلشة وي هودا ديز وي شموهن دكار هودا ديز ألا رسيين ريزاق اللي رسيز بوخشن تي عدسي وي تاخ تان بوخشن تي عدسي وي سوام ريز وات رسيين كلاويس شاش ريز دات صح دي دلحات أخ عطيت أخ Ходорковский 50 оттенков Путина. Это новая методичка им пришла от ФСБ или к чему бы это? О чем, Максим? Ой, о чем? Российская оппозиция это абсолютно бесполезная организация. Бесполезные товарищи. Асна, как думаешь, Путин уберет всех так называемых оппозиционеров за границей? Уберет настоящих, реальных, кто и оказывает сопротивление, да, а своих оставят. Потом одного-двоих убьют, посмотрят, снова подойдут к несговорчивому. Согласен, не согласен. А в основном вот тех, кто вы видите, публичных вот этих лиц, вот этой российской оппозиции, так называемой системной, несистемной оппозиции, внесистемной, системной оппозиции, они по большому счету уже работают на Путина, на КГБ, там, ну, Путин непосредственно, может, не на Путина, на КГБ работают, на свою империю. Поэтому здесь настоящих, не симулякров, там раз-два и обчелся, просто практически никого и нет. Так, Америк, свой лук, да, свой проблем, мюжгию. Совершенно верно, Чкерин навсегда. Ахмад Силас, да, юзер Ахмад Силас. И надо ведь дизи Ахмад Силас бош, так да? А то Ахмад Ди, Махмад Ди бош, дючте. Ахмад Силас. Наша тема, Деон. Наши родные дома бомбили не США, а армия РФ. Ичкерия это был выбор народа. Гиркин тот самый Стрелкова уже убрал. Гиркина тот самый Стрелкова уже убрал. Кого убрал? Что, убили, что ли, Гиркина? Не понял. Убили Гиркина. Что-то сегодня у нас в YouTube очень мало, друзья. Что это с вами? YouTube сегодня мало. Видимо, они, наверное, опять пожаловались на канал и что-то сбили, видимо, волну. Нас сегодня 11 человек только смотрит. Или все на работе просто.
Так, интересно, почему бы фюреру не переименовать государство из Российской Федерации в путинскую Россию? Ну, уже ж переименовывается, уже все, новое государство, а не новая конституция, все это у них уже готово. Караа крупнорогатый олень. Да, Стрелкова убили. Не убили, Ксилакс. Не верю, что. Серьезно, что ли? Опять вывели, наверное. Не верю. Стрелков их человек. Висит, повесили, что ли? В тюрьме повесили? Неужели? Дедик Хиласна, не могу на тебя выйти. Почему не можешь? У меня же все координаты есть. Звони. WhatsApp, рабочее время. Сколько тебе лет? Говорит, не, сколько дадите тебе? Мелькала новость в камере, обнаружен мертвым Гиркин. Но это писали, это, видимо, просто дезинформация. Не думаю, что он мертв. Я тоже это в интернете слышал. Гиркин капут. Ичкерия навсегда. Можешь посмотреть сейчас, Google зайти, правда или нет. Просто набрать Гиркин. Мертв, нет. 150 есть тебе лет, говорит. И причем это, говорит, человек молчание золота. Молчание золота, эй. Тебе, наверное, за 50, может быть. Замочили его, говорит. Посмотрим, замочили или нет. Посмотрим. И сегодня этих нету, и вообще так мало. Что связано? Что случилось-то? В СУ сбили еще один российский Су-34. Это второй за сегодня. Слава ЗСУ, Максим. Отличная новость. Тейпан, Мило. Все нашел, Тейпан. Teyp nohçiyduksa. So nohçiyuk. Фашистский русня, дахалу, далмула. Всеми фибрами своей души. Так, да. Дениза Чуяновик. Машойль. Ну что, друзья, что-то вы не активны сегодня. Я не знаю, с чем это связано. На работе все вот и мало народа, а я за больничным вот и вот сижу здесь. Ясно. Да, Льюзель, Денис, да, Льюзель. Капут Киркин. Да это ты говорил. Мне нужно точное подтверждение. Сейчас подтвердит наш Ичкерия навсегда. Он проверит. Так, agitacja Ичкерина убыл. Чем целовался. Ичкерия навсегда. А модератор olacak. Davok ama geldi. Şey davok şu olsun. Alma yetlak. Yok ya düçer duva işimi. Vakt yeter vaat bu. Des vakt yetam. Nok bu. Kuk bet bizon. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ладно, неактивны вы сегодня. Я не знаю. Наверное, рабочее время.
чем это связано, да. Да, люди учатся и работают. Ну, почему нет работы? Это что, не работа, чем я сейчас занят? Ты считаешь, что надо обязательно, чтобы много денег платили или зарплата была, да? Я, в принципе, тоже считаю, что мне уже пора платить. Но почему-то наши Ичкерия не платят, да. Нету денег у Ичкерии, да. Приходится бесплатно, да. А так, конечно, было бы хорошо, если платили. А он был царита, смешка, царита. Да, ну, мадать. عنصر عنصر ده از رأسي أبو الجنة شويته أزبيش. Добрый день. Рядом с флагом Америки осетинский флаг. Нет, нет, это немецкий флаг. Это немецкий. Это немецкий флаг. Нет официальной инфо по смерти Стрелкова Google. Все, Баркал Ичкерия навсегда. Асхадавяхна, модератор Волчер. Холмахиет лаю. Ты авиструй сейчас объяснить. Ну, хазам хирдарони. Я тоже слышал эту информацию, что Стрелкова убили, но это неправда. Не убили его. Добрый день. Рядом с флагом Америки. Так, это уже было. А значит, ты сидишь в Германии? Да. Нет, мужчине нужна настоящая работа, говорит. Да, мужчине нужна настоящая работа. Жаль, что у тебя ее нет. Да. Ассаламу алейкум. Сахоми ваш асан. Так, я тут должна с халувой кич дух саламашил до Польши. Ва алейкум ассалам. Ну, чубар. Конспирации, чего соблюдать. И рабадыдыч. Вообще, ты самый конспиративный человек, который есть. Да? Ладно. Асан, сделайте фонд для поддержки. Саргон, у меня есть моя правозащитная организация, и у нас есть счет. Я просто пока еще не выставил его, ничего. Ну, я думаю, нужно сделать, и нужно уже. На работе все вот мало, а я в больничном вот и сижу так. У Кремля был план обменять оппозиционера Алексея Навального на заключенного в Германии агента Вадима Красикова. Максим, вот эту информацию забрасывали русские спецслужбы и русские средства массовой информации для того, чтобы каким-нибудь образом раскрутить эту тему. Это неправда. Сейчас там какая-то Кира Ярмаш или Ярмаш Кирмыш, Яра Кирмыш, не помню, как ее зовут, тоже начала рассказывать. Первую эту версию вот после смерти Навального, предположительной смерти Навального, забросила Юля Латынина. Та самая Юля Латынина, которая даже после того, как ФСБшники написали книгу, там Литвиненко, Трипашкин, там Фельштинский, кто там еще, написали книгу, что ФСБ взрывает Россию, взрывает дома, да, Латынина, журналистка с большим известным именем, бэкграундом, в упор не видит, что это делали ФСБшники. И вот эта Юлия Латынина забросила информацию, что Навального хотели обменять на Красикова. Таким образом, нам хотят представить, что Путин был не заинтересован убить там Навального. Или же нам хотят представить, что Путин не заинтересован получить Красикова обратно. Хотя
На самом деле, давайте придадимся логике. Как Путин осторожничает, мы все знаем. Никогда Путин ничего не делает своими руками. И никогда Путин не заступается не за своих людей, а вот за своих по-пацановски, по понятиям. Ну как, вот этот принцип у них работает. Путин заступается. Как только убили Зелимхана Хангашвили, Путин первым выступил, и там один из первых выступил и сказал, что это был там, это были бандитские разборки, что никакого там теракта нет, он на это ссылался, что там Хангашвили был террористом, который взрывал метро, готовил там террористов взрывать метро и так далее. Позже, правда, у него другая версия была, но сам факт, что об этом говорит Владимир Путин. И это для Владимира Путина, которого могут пристегнуть к тому, а это уже прямо пристегнуто уже, Высший Берлинский суд Германии осудил Вадима Красикова за терроризм, за убийство Зелимхана Хангашвили, и заказчиком Верховный Берлинский земельный суд признал правительство России. Фактически, имея такие обвинения в адрес Красикова, Путин говорит о том, что этот человек невиновен, что он патриот, что его нужно вытащить. Фактически Путин берет всю ответственность от этого преступления, открыто берет на себя. И вот таким вот образом он представляет связь свою с Красиковым. Поэтому я думаю, что Путин на самом деле заинтересован вытащить Красикова. И, соответственно, обменивая его на Навального, Путин был бы не против, так как и Путин, и Навальный являлся такой же марионеткой, как и тот же Красиков. Даже Красиков покруче будет марионетка, по-моему, действующий офицер ГРУ или ФСБ, полковник, по-моему, или подполковник. Короче, вот такие вот. Я не верю в эти сказки, это все туфта. Я вообще призываю всех, американцев, точнее, призываю, чтобы всех российских, русских террористов, сейчас уже российских нет, они все уже себя русскими называют, отправить в Гуантанамо, чтобы они не терроризировали население. Сейчас будут граждан Германии захватывать заложники, чтобы обменивать там на Красикова кого-нибудь. Граждан Америки уже захватывают, других третьих будут захватывать и пытаться так повлиять на государство. Поэтому нужно отправить в Гуантанамо, пусть там сидят, и никакой связи, никаких кондиционеров, пусть сидят себе всю свою оставшуюся жизнь. Какой у тебя вопрос? Я не увидел. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Кто такой Навальный? Выкормыш ЦРУ, раздули все специально, говорит. Не, Эрдман. Не ври, как Путин. Ассаламу алейкум. Флагш, Масих, Сихуица, Аса. Цауицум, босс Че, дуи, босс 95, дел. Алейкум салам, дей цауици, флагш. У нас стабильно все. Всегда за Ичкерию, всегда за Америку, дел. Варкаласан, но вчера не было меня, извиняюсь. Ясно, ясно. هذا مسقيترس نوتشبوس قيترس конспирации аж саума дарвейшим дицен дат.
О, шляча, короче, Суэдам Усвикса, Доха, Луара, Дуэна. Конспирация, чего еще? Целовался, это, цей бог, модератор же, нормально, да, подставить, мастяться, да, царство, что из, да, это, что уголовный делаешь, да, что штрафщик, это, собаня, цей. Вообще-то, Милу Навальный, это же тот Навальный, который называл Басео, другие такие погибли террористы были. И نوعشي بورز يقوى آدم زكوان يل نوعشي بورز نتاني إسنك تلنا عينين Плевать на все, Бог, кадец. Хэн, подумаем об этом. Завтра об этом подумаем. Сам помнишь телевышку Грозно, как ее бомбили? Конечно, я ее охранял, да, я ее защищал. Конечно, помню, да. Я отбивал эти бомбы, да, прикладом. Nida zibad iflag lusum gorgam hakizer sumo. Vilwalo vilwalo ana wel gorgam yuqshwek hawshu jwa. Az gorgam zayej gorgam haqa gorgam yoch do shwal la wel ha точно хуboch боло визо. Так, ну ладно, друзья, давайте. Ну, что-то вы не активны сегодня, да? Ну, я вообще и не весело с вами сегодня. Я тут выкроил время пообщаться, посидеть там, посмеяться. Привет из Огайо. Ладно, привет, витаю. Конец месяца, Аслан. Да, ел белеш, я беше. Бац, ночью бац. Селан габизарон, шелан айр бойлирунош. Сиета целуш, сац эльча за соуч. Чечня полно алмазов и золота, нефти и прочего. Да, именно так, странник. Вся таблица Менделеева в наших Кавказских горах. Да. Красные пришли, красный флаг, белые пришли, белый флаг. И никогда ничего не изменится, говорит, friends. Да, какой-то негативный friends, да, с какой-то пессимист, я тебе скажу, да. Что такое осень? На-на-на-на. Ночью Николас Кейдж. Ну, можно и так сказать, да. Кейдж, Кейдж. Ну ладно, короче говоря. Вроде пишу нормально, комменты удаляют. Ну, это не я, Эдман, это не я. Это алгоритмы ТикТока. Ну, давайте еще часик тогда с вами, ладно уж, уговорили, посижу. Удив душу. Скучно без вас, да. И якому вы штате? Ладно, я в Германии. Иди доешь свой бургер, капиталист. Кстати, нет дома бургеров. Только Жигал наш делал. Какие маршруты транспорта старые, помнишь, в Грозном? Странник, это ты типа выясняешь, где я жил, что я помню. Вот у вас заходы сдалека, да. Мой брат тут тоже Германия. Супер.
Короче, Навальный проект «Обрис Кремля», сконцентрировать вокруг него большинство протестного российского электората. Да, странный ты, то. А ты не странный, вопрос задаешь. Какие транспортные средства ты помнишь Грозного? Маршруты. У тебя вообще интересный завод. По-моему, Гибня выяснила все, про что меня касается, кроме вот этого момента, какие транспортные маршруты я перемещался в детстве, в юности делал. Так, дело. Братва, вы заметили, как Аслан похож на Кейджа, дело? Да, Кейдж это мой старший брат, дело. Кузен мой Кейдж, дело. Так, короче, поддерживаем канал Аслана Арцу, ставим лайки, подписываемся. Кто не с нами, тот под нами. Слава Украине, свобода, Ичкерия, Израиль, сила, Польша, мощь. Ну, конечно, благослови Америка. Все вместе делаем, отлично дело. Ночи, Барс. А вы не знали, что Николас Кейдж тейпан на шхо? Вы не знали этого? Эх вы. Это мы его отправили, внедряли в американский шоу-бизнес очень давно, да. Поэтому вынужденная мера. Нам он тоже нужен был очень, но мы вынуждены были его отправить, да. Почему против Палестины? Любите вы эти тролли меня отвлекать на эту тему? Все, Ксилакс. Удачи вам на шпра-курсе. Почему Израиль сила? Я не знаю, почему ты считаешь, что Израиль сила. Ну, это твое мнение, да, ты, наверное, за то, что там много технологий, много там медицина развита, социальное, человеческое отношение к людям хорошее. Наверное, ты поэтому считаешь. Кстати говоря, знаете, очень интересный момент. Все тут возмущаются, как там Израиль, оно творит беспредел, все делает, что хочет, вытворяет. По-моему, Израиль это единственная страна, на которую подали Международный уголовный суд в Гааге, и она сейчас отдувается за это, в отличие от России, Китая и всех вот этих ублюдочных стран, которые совершают геноцид целых народов, которые игнорируют международное право. Израиль, между прочим, сейчас отдувается за то, что его обвиняют там в нарушении тех или иных норм и принципов. А скажи, назовите мне хоть одну страну, которая вот так отдувается в Международном уголовном суде, кроме потерпевших поражения, таких как Югославия, там, 3-10, которые выдергивают. Израиль побеждает и идет в суд. Вы можете задуматься просто. Почему ты говоришь сила? Я понимаю теперь, почему ты так пишешь. Да. Россия, кстати, с Израилем работает. Но Россия не работает, кстати, с Израилем. Сейчас Россия совершила акт геноцида через прокси свою вот эту ЧВК Хамас, евреев. И теперь, если евреи поддерживают фашистскую, террористическую Россию имперскую, то они такие же кадыровцы, вот эти евреи, кто сейчас поддерживает. Долго почему-то четко, громко евреи не произносили вот эту разницу, именно израильтяне, хотя многие евреи произносят, борются, а именно вот Израиль как государство четкую позицию не занимал, вернее, конкретно не размазывал эту фашистскую Россию. Теперь у Израиля нет выбора по-другому себя вести. Любой лидер Израиля, который начнет заигрывать с Россией, он автоматически потеряет поддержку своего населения.
потеряли поддержку в глазах своего населения. А Израиль, да, поддерживал. Вот, например, Абу-Гош, да, нам начали распускать слухи, что в Абу-Гош живут чеченцы. И через кадыровцев, через якобы кадыровцев, или, видимо, грозненские евреи договаривались там построить мечеть в Абу-Гош, по-моему, да, называется. Ну, я как чеченец знаю, где чеченцы. Мы есть в Сирии, мы есть в Иордании, мы есть в Турции. В Сирии и в Турции практически ассимилированные есть. В Иордании полностью сохранились чеченцы, как чеченцы, и культура, и язык. Но при всем вот, при вот этом всем многообразии мы никогда не слышали, что в Абу-Гош живут чеченцы. И там они не живут, потому что там живут кадыровцы. Если там и есть, относящие этнически далеко к чеченцам, то там живут кадыровцы, которые построили российскую разведывательную станцию в виде мечети. Как, если вы не верите, украинцев спросите. Русская православная церковь чем занимается? Тем же самым занимается русское духовное управление мусульман, которое построило эту мечеть, да, и обозвали ее якобы кадыровской. Поэтому разговоры о том, что там чеченцы, это так, к слову возвращаясь, я просто обозначаю место, чтобы все знали, что Абу-Гош никогда чеченец, как чеченец, я не слышал, что там жили чеченцы. Если же там все-таки жили чеченцы, то эти чеченцы кадыровцы. И Израиль себя вел соответствующим образом. Но теперь, я надеюсь, это разведывательное гнездо будет вычищено. Само здание, наверное, не имеет отношения. Там могут молиться нормальные люди. А вот связь, кто был там муфтием, кто там контактировал, там как-то коммуницировал с представителями этой мечети, я надеюсь, они все будут, если они связаны с Россией, будут вычищены из Израиля. Как-то так. Как-то так, да. Салам алейкум, эксперимент работает, имею в виду просмотры. Алейкум салам, до сих пор работал, сервировал. Сегодня какая-то непонятная ситуация. Всего 32 человека нас смотрят. Обычно 832 нас смотрело. Вот, может, они сейчас повлияли как-то на, там, на и этот IP-адрес, видимо, жалобы работают. Может быть, связано рабочий день, рабочее время, поэтому, может быть, посмотрим. Так, немножко вроде бы работал. Так, Хамас это проклятие, как и Россия. Совершенно верно, Ночбос. Так же, как Россия. Салам, брат, салам. Есть ли чеченцы христиане? Да, есть СББист. Есть такая группа чеченцев, которая проживает на границе Грузии, на территории Грузии, на границе с Ичкерией. Они называются бацбийцами. Бацбийцы – это чеченцы, которые приняли христианство еще давно и остались вот в таком состоянии христианства. Но они говорят на нашем языке, немножко диалект отличается, а так мы говорим не так, ну вообще в мире нет никого, кто говорит на нашем языке. У нас свой язык, нахская группа языков, и да, они чеченцы. Ты видел Грозный? Покруче европейских городов будет. Эрдман, ты рассказываешь, что Грозный покруче европейских городов тем, кто не видел европейские города. Хорошо?
Да, ну, вот совок самый настоящий. Доброго вечера, мы с Казахстана, слава Украине, героям слава именно. Вежли, представьте, как мы будем потом вспоминать эти эфиры, когда наш мох и хам будет свободен. Да, Алмула, будет что молодежи рассказать, как это было. Да, Алмула, Саргон, Ломар, да, Алмула. Пацан, какое отношение к Муцураеву? И я, ну что сказать к Муцураеву? Я не знаю, какая у него позиция. И этот человек пел песни, поднимал дух, кажется, сам принимал участие в боевых действиях. И потом этот человек оказался в Чечне с автоматом, который висел у него там на ветке дерева. Он сидел в лесу и разговаривал. И я не понял, что это было, конечно, видимо, что заставили его это снимать. Но после этого нигде этот человек больше не пока, ну я, по крайней мере, не видел. И не делал. Поэтому, ну как относиться? Да, когда-то пел песни, потом был за кадыровцев, это последнее, что зафиксировано. Он с этим автоматом там сидит. И все, и больше нет этого человека. Ни песен от него нет, ни поддержки нет. Мне не нравится песня «12 тысяч маджахедов возьмут Иерусалим». Она сейчас, я понимаю, она ложится вот в эту пропагандистскую канву, которая велась против чеченцев, таких антисемитов, радикальных мусульман, там вот как нас представляли. Тогда я об этом не задумывался, я абсолютно был далек от всех этих вещей, тоже слушал все эти песни. И вот так я отношусь. Если он выйдет сейчас в свет, объявится, начнет помогать своему народу, я буду только за. Но нужно, это должно быть в рамках действующей конституции, действующего закона Чеченской Республики Ичкерия, выбора чеченского народа. Строить там, если он халифат будет, там захватывать Иерусалим там и так далее, мне кажется, это тогда нам принесло конкретный вред, который мы сейчас, вот только нас перестали называть террористами. И то это какие события в мире произошли. И вот не хотелось бы вновь повторять это все. عندي موجود نوع جديك ما شويت على وشتاك مو على أو terroristo. Ondu su terrorist ondu. Oma su terrorist. Terrorist. Наоборот, резкий босс. Аж сову бог террорист. Аж резкий сцене хоть что и получается. Интересные вы парни дело. Странно, что тут в чате нет кремлевских ботов. Мне кажется, Серега, они появляются, когда уже там 500, 600, 800 человек, когда смотрят, тогда они появляются. Ишь, похо. А حملوا دعليجن سو تيروريست بو شاشو حملوا على ديل teröristler düşün. Şu sen dağlıca yani комментариях yazıyorsun. Да, сейчас уматься дешь. Дешь вегвад, витаться уч. Liuču teroristu šunso. Megardo teroristu, ekstremistu, ineagentu, ševegu šunso. Ну, что главное, حيق لخل لرلو لردلش لرول كانت نام بعكسة بالغن لرلو. Ну и, конечно, со Амви, Худа Диз, Уэл Диза, Мули Диза, Амцева, Лил Шмоватиса. لا خدرون бо, ولا خدرسون. Наверное, был в рядах бандитов. Эдман, я никогда не служил в российской армии, поэтому в рядах бандитов не довелось мне быть.
салам. О, начали потихонечку собираться в YouTube. Давайте, друзья, распространяйте ссылку. Вот вы сейчас раскиньте ссылку, пускай у нас наберется сейчас 800 человек зрителей, и вы увидите, как все эти тролли ломанутся. Их не так много, человек 5-10 их бывает, но зато они очень активные. Что-то их нет сегодня. Видимо, спят. Да. Австрийский генштаб. По-моему, ты муртад. Да? Муртад ты. Я имею в виду во вторую чеченскую, но понимаю, что не служил РФ. Я имею в виду во вторую чеченскую. Что такое вторая чеченская? Эрдман, ты используешь какие-то русские КГБшные нарративы. Нет никакой чеченской, ни первой, ни второй. Есть русско-чеченская или античеченская. Понимаешь? И у нас не было никаких бандитов. Да, российская бандармия, да, это бандиты. Да, там я не служил. Слава богу, Бог миловал. Упас, уберег, как говорится, да, от вашей бандармии. Австрийский генштаб. Ты муртад, что ли? Что, объясни, что ты хочешь на себя сказать. Муртад — это ты лицемер, ты предатель, да? А у тебя на картинке обезьяна стоит. Или ты хочешь сказать, что ты вот из этих обезьян, из приматных, из семейства приматных ты, может быть, да? Я из Казахстана, мы так учили историю. Да? Нормально вы учили, да? По русским шаблонам вы учили историю. Чеченцы это евреи или нет? Или перемешанные? Нет, чеченцы не евреи. Чеченцы не евреи. И не перемешанные. Да, есть у нас смешанные браки. У меня здесь в эфире даже был один, который говорил, что у него жена чеченка. Ну, куда-то как резко заскочил, так и исчез. Поэтому предполагаю, что это все было выдумано. Что ты думаешь о Дудаеве? Дудаев — герой чеченского народа. А ты в каких школах учился? В средних? Я учился в средних школах. Муртад или лицемер, кто ты там? Как у тебя там? Австрийский муртад. Ты еще и неграмотный. Зионист. Зионист. Да, да, я зионист. И отныне теперь можешь, австрийский муртад, можешь называть меня зионистом. От буквы З, да, да, от буквы зионизм. Почему чеченцы живут в горах, а не на равнине? Галер, я не знаю, откуда ты взялся, как этот австрийский муртад, но я тебе скажу, что мы живем не в горах, мы не живем в горах. Здравствуйте, Казахстан, очень приятно с вами познакомиться. Откуда вы? Я откуда? Я в Германии живу. Пойдет Россия, когда зайдет украинское солнце, Джохарда, абсолютно мимино, да, мола. Пондер унца üца. Чеченец, хула пондерлак. Дела войшин дик стрим шхиряр сейт монетизация, да ёх парион. Монетизация, да яхш суна монетизация сун. Лурион, реклам хрион. А доход хрион войшин. Пондерлак карбар асаса стрим вестиер. Что на фоне, да, تعولش تعربو خزيون او باش سтрим ролик шурх ишт хайпондерлокш идидер аса стрим вести. Все пополам даем, выручка пополам даем, половина 50% твое. You don't speak English. У нас сегодня стрим на русском, поэтому говорите на русском. Да.
Мекшдубо, чеченец. Все, чеченец, договорились. Так, тебе нужно налаживать дипотношения с Израилем. Ну, я налаживаю. Израиль со мной не налаживает. Так, смотри, другие народы живут на полях, равнине, чеченцы в горах, в горных местах. Ну, нет, это не так, Галем. Я понимаю, что ты немножко, да, пребываешь там в плену стереотипов, но это не так, да. Зионизм. Так, а что ты смеешься? Он тебе в лицо сказал, что ты зионист. Хреновый чип ингобо шел. И амил штат сейчас даду халден дочтеш. Мадайш, он дивится, что доля неран гуш масан الله شو حال ملوريس خنبي ومحمد ورق شاب دين سو صدات سو يسمى يو قد عن دو دالسا دو بوغدو اني شتات провоцировать воксо. И что едешь, ну, поедбовать убеждают, чурдать. И потом я понял, а он знает, что туда влезут люди и не дадут ничего там, не продолжить этого. Я понял, как хамби у всех там Дэна иждешь. Он знал, что ему ничего не будет. Соох, куй, сауди, они выжили. Намадерс, да? И ждук, что чудовли. Асланин, ну не один, маэйлер. Сионист, маэйлер. Вы просто смешные. Просто смешные. Ва алейкум ассалам. 60% равнин территории Чечни отдано Дагестану и Ставрополю. А потом слушали, да, я пошел по неправильно. Ты не рассказал и не снял мой шаблон, ты просто посмеялся. Да? Скажи про Тумсо, он же сеет вражду между чеченцами и ингушами. Тумсо, не знаю я, что он там сеет, это агент российских спецслужб, который занимался прослушками чеченцев во время активной фазы геноцида чеченского народа и переводил чеченскую речь на русскую. Затем он был подготовлен для блогерской деятельности. И в 2013 году у Кадырова там они все КГБшники собрались, ГРУшники и КГБшники. Непосредственно Магомед Даудов является поддерживающим и направляющий вот эту блогерскую вот эту тему, и лично Тумсо Абдурахманова. И он его раскручивал этим самым делом. Это я неоднократно, уже много лет заявляю и буду дальше продолжать. Ну, вы видите, что из этих людей превратилось. Эти все борцы за там ислам, за религию, за права чеченского народа фактически занимаются аферизмом, мошенничеством, дискредитацией чеченцев. Ну и потом, когда они поняли, что вот эта их дискредитация под видом религиозных там каких-то деятелей у них не прокатывает, их полностью мы разоблачили, тогда они переключились на демократию, сейчас изображают из себя демократы. Это работники российских спецслужб. Салам алейкум, алейкум ассалам. Австрийский муштат. Удуа, кех, шмо, навал, навал. Есть русский канал в телеге с 20 тысячами подписчиков. Там автор пишет всех служивших с праздником 20 и еще депортат чеченцев ингушей. Поэтому двойной праздник, радостно. Да, есть. Ну, есть полно таких. Это путинские, это кадыровские, российские, путинские подхолопникам понравится. Баркал за ответ, я так и думал. Да, именно так и есть. Именно. Не только он один, вот этот Тумсо Абдурахманов, там целая плеяда просто появляется. И это при том, что они говорят, что мы тут ничего не делаем, что мы никакой роли не играем, нас они демонстративно не замечают, но при всем при этом одним за одним засылают вот в этом ТикТок, вот в этом ТикТок, в YouTube появляются новые каналы, абсолютно бесполезные каналы. И вот они вот пытаются создать
гражданское общество, такое информационное гражданское общество. И вот благодаря нам, нас не так много, независимых, антифашистских настроенных, благодаря нам им не удается полностью доминировать и управлять вот в информационном пространстве над чеченцами. Кстати говоря, 7 октября, когда русские, это нужно вновь и вновь просто напоминать, когда 7 октября русские террористы подбили своих вот этих ЧВК «Хамас», российско-иранское ЧВК «Хамас», напасть на Израиль и совершить акт геноцида на день рождения Путина, вот эти все блогеры, которые всегда меня лично за вышиванку, в которой я стою, это у них просто смех вызывал, что я тут одел христианскую украинскую вышиванку. Я кого-то поздравил там с Рождеством, кого-то поздравил на Новый год. Причем я мусульманин, я не выхожу из своей религии. Меня тоже поздравляют с Рамаданом, христиане, иудеи, а мне нужно следовать, ну, короче говоря, вы все понимаете. Так вот, эти люди, вот эти блогеры, которые мою Ичкерию, нашу демократию, все говорили, что это тагут, муртады, лицемеры, подонки, предатели ислама. Эти люди подняли ичкерийский флаг и 7, 8, 9, 20 октября выходили на митинги здесь, в Европе, в поддержку вот этого террористического движения Хамас. Тогда еще ни одна бомба израильская не упала на сектор Газа. Еще этого близко нет. Наоборот, только террористы зашли и только евреев убили. И вот эти люди выходили и поддерживали там вот этих террористов Хамас там и так далее, для того, чтобы поднять чеченцев, в том числе и в первую очередь чеченцев, чтобы бросить их в огонь войны. И нам удалось, не только мне, я только констатировал все это, внес только маленькую лепту, но здесь Европа, все прекрасно осознавали, к чему все это идет. Россия пыталась разжечь мировой пожар революции, они пытались стравить, поднять мусульман. Сама вот этот акт терроризма, акт геноцида, совершенный на день рождения Путина 7 октября, был совершен путинско-российско-иранскими ЧВК «Хамас» под видом защиты Аль-Аксы, то есть спекулируя на мусульманах, понимаете, на чувства мусульман, чтобы поднять весь миллиард мусульман против маленького Израиля. Потому что вот видите ли, на день рождения Путина нам решили спасти мечеть Аль-Аксу от евреев, которая находится за сотни километров, 1000 километров в одну сторону, а убивают евреев в другом месте. Какое отношение к Аль-Аксе имеют геноцид евреев в другой части Израиля, остается пока без ответа. Поэтому такие вот люди поднимались, и для этого они здесь находятся. Мы их разоблачаем, мы открыто называем их имена, вызываем их на дискуссии, вызываем их на провести детектор лжи, психофизиологическую экспертизу, чтобы выявить их ложь. Но они игнорируют, демонстративно нас игнорируют, делают вид, что не замечают. Максимум, что они могут зайти сюда, писать оскорбления, комментарии там, и так далее, и так далее. Это на все, что они способны. Поэтому мы должны, хоть нас и мало, но мы на стороне правды, мы на стороне справедливости, и мы должны объяснять чеченцам. Да, некоторые чеченцы поддерживали Тумсу Абдурахману. Не некоторые, многие на меня тут говорили гадости. Но потом, когда поняли, кто является этот агент российских спецслужб, приходили и извинялись передо мной. И публично извинялись, и лично извинялись, что они не знали, что это за человек. Ну и вот таким вот образом они нас маргинализируя, нас искусственно задвигая в сторону, используя разные методы, в том числе пиша жалобы в YouTube, там, в TikTok, там, всячески нас оскорбляя, дискредитируя, распространяя слухи, что мы там работаем на Россию, что мы какие-то там плохие, сякие, там, враги мусульман, там, ну, бред полный, вырывая из контекста что-то, искажая, что ты говоришь, и так далее, занимаются вот этой подрывной деятельностью. Но несмотря на это, им достаточно одного человека, который будет говорить правду, несмотря ни на что.
только правду и ничего правды. И все, и нету этой лжи. Миллиарды долларов, которые они тратят на пропаганду, ровным счетом ничего они не могут добиться. Можете себе представить? Миллиарды тратятся. Ни одной копейки я не получаю ни от государства, ни от каких-то там фондов, спецслужб, еще кого-то. Ни одной копейки я не получаю. Делается все чисто волонтерское, там кто-то может донаты где-то прислать. Ну, это тоже никакой погоды не делает, по идее. Все делается на своей. И достаточно этого, чтобы они просто кипели просто и не могли ничего сделать. Все будет Ичкерия. Дел мула. Аслан, прокомментируй, пожалуйста, в очередной раз. Мир хотел обменять путинского киллера, убившего чеченца в Берлине, на расиста. Не кажется тебе, что нас продолжают использовать как разменную монету? Дон Кило, я сегодня в стриме как раз этот вопрос тоже обсуждал. А когда только-только это затронулась, эта тема, я, если ты, можешь, читал, писал текст по этому поводу. И сегодня тоже у меня есть еще один текст написанный, но надо его завершить. Я хочу сказать, что я не верю в эту систему. Русские закидывают такую информацию. Например, русские могут сказать, американцы хотят поменять на своих американцев, которые сидят в российских, заложники в российских тюрьмах. И в этот момент русские говорят, а вот мы давайте вам Навального дали. И, например, вот этот ФБК Навального, его представители говорят, а давайте Навального. И все, где-то засверкала фамилия Навальный. И вот на основании этого американцы не дают на это согласие. Запад, Германия об этом вообще ничего не говорит. Но фамилия Навального прозвучала. И все. И вот пытаются на этом спекулировать. Я не верю, что они хотели менять на Навального. Но то, что русские вот это использовали, забрасывали это, вот в это я верю, что они хотели, чтобы Навального поменяли на Красикова, террориста, путинского террориста, убившего Хангашвили, для того, чтобы забрать своего террориста и внедрить свою вот этот симулятор в виде Навального, уже такого, как Ходорковский 10 лет отсидел, там, с таким бэкграундом якобы, а на самом деле гибнюк гибнюком. Поэтому я не верю, что они хотели обменять. Ну, это уже не случится. Слава Богу, даже если это планировалось, это уже не случится. И я абсолютно, еще раз говорю, я не верю, что хотели поменять Навального. И даже когда я писал, тогда я в первый раз это услышал, я тогда и написал, что от западных я не слышал, но русская пресса уже эту информацию распространяет, потому что я тогда специально проштудировал интернет и не нашел ничего, что Запад поддерживает обмен Красикова на Навального. А вот русские средства массовой информации, пропаганда, об этом писали. И тогда я даже не верил, когда я писал этот текст, я не верил, что они будут менять на Навального Красикова. Ну, на всякий случай, как говорится, да, чтобы было, что мы сказали, да, я написал тогда этот текст и выложил, чтобы было понятна наша позиция по этому вопросу. Но сейчас этого уже не произойдет. Так что мы удержим, Дон Кихот, руку на пульсе делаем. Да, мула. И это важно, Дуар, держать. Да. При первом же моменте нужно реагировать, и тогда можно многих больших проблем избежать, если правильно вначале среагировать, да, на их действия. А потом уже бывает поздно, когда. Ну и, конечно, нужен ресурс. Нам нужно активизироваться, чеченцы. Нам нужно, не нужно воевать. Мы не должны воевать. Мы должны сохраниться. Мы положили против путинизма такую цену, которую никто еще никогда не платил в борьбе с этим путинизмом. Даже украинцы такую цену еще, дай бог, они не заплатят. Даже они не заплатили эту цену. Хотя они сейчас больше всех несут потери, больше всех несут урон врагу. Поэтому нам нужно рассказывать, что мы знаем, чеченцы. Мы знаем про убийства, про пытки, про их преступления. Нужно говорить об этом. Мы должны делиться опытом. Мы должны рассказывать украинцам каждый день публично. Особенно это должны делать не молодежь. И молодежь, конечно, обязательно тоже. Это взрослые должны делать. Вы должны делиться всеми своими знаниями. Так мир сложился сегодня. Есть интернет, возможность любому человеку выйти в мир и рассказать о той информации, которая может кому-то спасти жизнь, кому-то там
и так далее. В любом случае, кого-то выручить. В любом случае мы должны выиграть, победить в этой войне. И каждый должен принять в этом участие. Каждый. Чтобы Украина выстояла, чтобы Россия потерпела поражение. Да, я сразу понял, что он русский шныр. Раньше мы не разделялись, мы в войнах, и ему удалось даже между собой чеченцев разделить. Мне кажется, Навального вывели из игры, чтобы придать типа оппозиции Путину важное значение. Возможно. Асан, как вы думаете, какие страны постсоветские являются демократическими, кроме стран Балтии? Топ-5, если можно заранее, спасибо. Я только что хотел сказать страны Балтии, вы уже ответили на этот вопрос. Ну, страны Балтии всегда были особенными странами в советское время. Ну, я считаю, что демократия есть в Украине, я считаю, что демократия есть в Грузии, я считаю, что демократия, ну все, на этом заканчивается, мне кажется. Нету больше нигде демократии. В Грузии сейчас проблемы с этой демократией, с этой властью. В Украине, как мы знаем, война. Ну, из постсоветских он говорит. США, конечно, демократия. Он говорит про постсоветские страны. Азербайджан нет, Азербайджан я не считаю демократическим. Молдова, да, Молдова. Совершенно верно, Дон Кихот. Совершенно верно. Азербайджан я не считаю демократическим. Демократическая страна это та, у которой меняется власть. Это один из главных признаков в том, что власть меняется. Ильхам Алиев, потомственный глава Азербайджана, его можно назвать президентом, можно назвать там генсеком. По факту это царь, король. Да. Армения, Грузия, Молдова, Украина. Армения, да, Харьков, да. Армения, может быть, да, сейчас в этом направлении движется. Все пока, конечно, очень сложно. Ну а так, да, вот 4 страны, я не знаю, какая пятая здесь может быть. Но я считаю, демократия Украине на первом месте стоит. Вот при всем при том, что сейчас там происходит, я считаю, что демократия Украины на первом месте. Он сын ФСБшника. Ну да, конечно же, Эльхам Алиев, сын Гейдара Алиева, министра иностранных дел Советского Союза бывшего, конечно же, потомственный чекист, КГБшник. Путин хочет убедить россиян, что успешно проводит импортзамещение в России. И опять тоже не нашел. Вот если бы Ичкерия была бы свободна, вот она была бы пятая. Но Ичкерия пока оккупирована. Пятая Беларусь, говорит, да, да, Беларусь самая главная. Не Беларусь, а Белоруссия, скажем так. А Беларусь, она демократическая. Вот Белоруссия, она не демократическая. Ой, не смешно, сам ты так. МИД Шеварднадзе возглавлял. Да, Шеварднадзе МИД возглавлял. Шеварднадзе. Ну, и возглавлял и Гайдар Алиев, по-моему, тоже возглавлял. Так, Аслан, сколько людей убили русские в Чечне? Верна ли цифра 40 тысяч детей? Да, 42 тысячи детей и до 300 наша власть, Аят Эдигов, наш президиум, заявляет более 250 тысяч. Российская сторона в лице российского чиновника Кадырова озвучивала цифру в 300 тысяч убитых наших граждан. 42 тысячи детей убито.
Что для вас патриотизм? Что для вас патриотизм? Я особо не знаю, что значит в общепринятом смысле термин патриотизм обозначает тех людей, которые того человека или те чувства, которые человек испытывает к своей родине, к своему народу, к своей культуре. Наверное, так. Да, Гештолд, Эмин, Эмин. Ичкерия не будет демократии, говорит человек, который является муртадом, лицемером австрийским. Он мне рассказывает, что Ичкерия не будет демократии. То есть он говорит, что у нас не будет государства, будем в составе России, он будет жить в Австрии и писать вот эти гневные комментарии людям из-под тишка. Писать, вот ты все, да. Ичкерия уже демократия, эй, ты Эйнштейн был. Ичкерия уже государство демократическое. Демократия это значит, у тебя есть право выбора, понимаешь? Не ты не холоп, ты не раб, а ты человек свободный. И ты можешь каждые 5 лет избирать себе президента. Понимаешь? А ты не понимаешь этого, ты абсолютно безграмотен, понимаешь? У меня большие проблемы вот с тобой, потому что ты безграмотен. Ты оскорбляешь человека, абсолютно. Ты бы в лицо не сказал бы ни одному человеку то, что ты мне здесь пишешь, а зашел и оскорбляешь. Ты не понимаешь, что ты говоришь. Тебе нужно учиться. Или к врачу тебя лечить нужно. Понимаешь? Вот какая проблема. Не получилось бы развивать больше. Демократия – это власть народа. Совершенно верно. Он не понимает это. Он хочет быть рабом. Ему говорят, не будь рабом. Есть право выбора. Цивилизация человечества достигла возможности самим решать свою судьбу. И если ты не будешь образованным, если ты не будешь сам решать свою судьбу, то ты попадешь под управление какого-нибудь монарха, какого-нибудь диктатора, который будет делать с тобой все, что захочет. Но его это, он не понимает этого, у него нету просто, его свет, учение, которое он, образование он получил, он ограничился только вот чуть дальше его носа. Больше он не видит ничего. И ему кажется, что дальше мира нет. Вот его проблема. Но он, как и положено вот, необразованному оболтусу, заходит и оскорбляет человека. И я вас уверяю, в лицо он не говорит так людям, потому что если так говорить людям в лицо, то можно просто не дожить до того возраста, до которого он дожил, будучи необразованным. Поэтому он делает это в безопасном расстоянии в интернете, и якобы он на стороне мусульман, защитников мусульман. Я на стороне мусульман, я защитник мусульман, понимаешь? А вот ты кто? Ты защитник России, ты делаешь то, что выгодно русским. Якобы ты защищаешь мусульман, через слово говоришь мусульмане, там, третье, десятое, шариат. Но на самом деле ты проводник российской политики. Через тебя, полезного товарища, Россия использует тебя, твою безграмотность, твое незнание. Они пытаются сказать, что нету чеченского государства. Ты только что заявляешь, мы не будем строить демократическое государство, мы построим шариатское. У нас есть государство. Ты говоришь то, что говорят русские, что нам нужно что-то построить. У нас есть государство. Это выбор народа. Не таких безграмотных людей, как ты, а грамотных, умных, смелых, достойных людей, которые положили все для того, чтобы создать это государство. И сейчас ты заявляешь, что потому что тебе кто-то объяснил, что демократия это такое. Демократия это процесс выбора власти. Понимаешь? Процесс выбора власти. Демократия это свобода. О чем говорят чеченцы всегда культура, язык, все помешано на свободе у нас. Ты этого не понимаешь. Но у тебя хватает наглости зайти и сказать, ты муртад, ты подонок, ты мерзавец. На человека, которому ты в жизни лицо это не скажешь. Понимаешь? Вот и весь твой ислам.
Потому что ты, если был бы мусульманином, ты должен был бы пожалеть меня, если я заблудший, и ты веришь в то, что ты говоришь. А я, значит, так лучше, и могу гореть в аду. Твой брат чеченец может гореть в аду, понимаешь? Ты должен был сочувствовать мне, ты должен был упрашивать меня, убеждать меня, доказывать мне, чтобы я не сгорел в аду. А ты нет, ты это делаешь для того, чтобы самому утвердиться. Твоя безграмотность дает тебе большие возможности для амбиций, потому что ты не знаешь ничего в этом мире, понимаешь? Абсолютно ничего. Но ты помогаешь русским. И таких, как ты, которые помогают русским, умышленно они это делают или неумышленно, будут специальные службы, которые будут привлекать таких людей. И говорит, хауэлох мехтик, потому что ты никогда не скажешь ничего, находясь в России, против Путина и России. Ты скажешь то, что им нужно. Как-то так. Ну. Ой, если вы мне скажете в лицо, что вам мешает это сделать? Мой телефон есть. Я тебе скажу в лицо. Вчера, позавчера тут один взрывался приехать. Вы уже 4 года, 5 лет приезжаете ко мне. Приезжаете ко мне. Вместо того, чтобы приехать ко мне, вы зайдите в российское посольство, по пути вам обязательно попадется. Ну нет, вы приходите ко мне, потому что шу нахьят, скажите шу нахьят раскшен духаллат, раскшен духал дошал нахьят шу сун сун кирмаштиш, хаяха нахьят хадюль, хадюль, хавол, цамуан хавол. Сугаск духал валушун, шу хаве охшек, шу гаск душун. Ишта шу рассматривать деш душун. Хадюль, садок шу. Садокшу, и кучу комментариев я зё, а и что, а вы что и бог. Вот и все. Так, что для вас так, это было, не получилось развязать большую войну на Ближнем Востоке? Да, Павел, не получилось. Ты очень хороший человек, спасибо. Асан, вы верите в покушение на блогеров в Швеции? Нет, конечно, если вы говорите про Тумсу Абдурахманова, это, конечно, был спектакль для того, чтобы закрепиться здесь, в Европе. Ассаламу алейкум, Машва Ешчарг Масак, ва алейкум ассалам, Ичкери. Да, все, ушли они уже. Да, специально отвлекают, чтобы начать говорить. Какая проблема? Вот человек Австрии живет. Если у него какие-то личные неприятия, ну приедь, покажи свое лицо, приедь, встань передо мной, скажи, я тебя убью или я тебя побью за то, что ты поддерживаешь Ичкерию и демократию, потому что я строю шариат. Но если ты доезжаешь до меня и проезжаешь мимо российского посольства, понюхай себя. Тебе не будет вонять от себя, потому что вы ничего не делаете, только делаете, что угодно России. То и ты что оскорбить вам, а сон сосити макид, сити коучу нахьят, видишь, что гумаят, сити кичвек, сага бешават, кучу вян, комментарий, а сити кичвек. Видишь, а шейм гумар бушан хушаш, а тайшаш долч. Ну вот, все сказали. Вот все, Хадюлиш, вот номер есть, просто позвоните, дайте я вас определю хотя бы, что вот есть номер телефона, этот человек в Европе живет. Ну позвоните мне хоть кто-нибудь, вы же даже не звоните мне, звоните, когда вы шелковый мне становитесь. Ну позвоните, скажите, какие у вас претензии. Я вообще не знаю у вас какие ко мне претензии, если вы ногчи. Ну конечно, если вы подхолопные, то извините, да. Все, да и лешу зажигание, все, я вам говорю, позвони, все, вы дальше только оскорбляете. Вы дальше, все, дальше на действие вы не идете. Понимаете, это 5 лет вы мне это говорите. Я сейчас приеду, то сделаю. Не приедете, понимаете, не приедете. Потому что если вы приедете, это будет ваша последняя поездка. И вы это знаете, поэтому вы не приедете.
Вот и все, вот ваша сущность выявилась. Вот вам конкретно сказали хадиль. И все. И все. Проверь, проверь, что я сделаю. Проверь. Иди, приедь и узнай, что я сделаю. Что я сделаю. Вам еще рассказать, что я сделаю? А? Так не пойдет, да? Ну вот и все. И бушумах. Все, вот на этом все заканчивайте. Все, кто меня оскорбляет, мне тут угрожает, строители халифата, шариата, вы на этом заканчиваетесь, понимаете? Потому что вы никакие не строители халифата, вы строители фашистской России, вы пособники России. И именно за это вы меня ненавидите, понимаете? За то, что я вас здесь разоблачаю. Вот за это вы меня боитесь. Все, ладно, девочки, счастливо вам. Аса, есть такая поговорка: нагнувшиеся будут больше всего ненавидеть тех, кто их не тех, кто их нагнул, а тех, кто не нагнулся. Да, Аллах дует. Идут дег. Они лютая ненависть, они меня больше, чем имперцы ненавидят, понимаете? Потому что они не могут понять, ну как он не купился он, не запугался он, они столько экспериментов на мне уже провели, не попался он на их уловки всякие, на чеченское, нохчали царство, وري داي هوت اعمال والجرجل ساجي تاي пантух целил дешься, он десяным отдать. Цунах цакиетуш, они не могут понять, что есть люди, которым плевать на их деньги, на их власть, на их возможности. Плевать, есть принципы, понимаете, которые не позволят вам всех чеченцев купить или там опорочить. Так, Асан, не трать наше время на шайтанов, они для этого здесь. Да, друзья, я закончу свой стрим, у меня уже тут батарейка садится. Давайте я закончу свой стрим. Я думаю, сегодня в 20:00 по Берлину будет платформа открытого диалога, 17-я передача, 17-й стрим. Я вас всех прошу, заходите и принимайте активное участие. Возможно, даже я как-нибудь попробую сделать так, чтобы мы могли слышать, вы могли слышать в YouTube телеграм-канал. Поэтому в 20:00, то есть через 4 часа по центральноевропейскому времени, заходите и давайте вместе отстаивать наши права. Шадек Ичкерих. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. Del att du masserar boel der är så det. Adikväl mars och masserar bus der qalel.